Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Специальная военная операция не оставила равнодушным никого. Россияне готовы защищать Родину на передовой, трудиться во благо страны в родных городах и селах и, конечно же, всячески помогать нашим бойцам. И сегодня у меня в гостях человек, который отправился на линию фронта, чтобы поддержать земляков, мобилизованных и добровольцев отряда БОТОР Артем Евмененко. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер. Вот вы поехали в зону проведения специальной военной операции в качестве человека, который помогает поддерживать боевой дух. Как вообще такая идея пришла, что вас сподвигло? Ну, вообще сподвигло, наверное, чувство патриотизма, конечно же. Чувство того, что нашим защитникам нужна поддержка, желание внести свой вклад в нашу общую победу. Ну, не остаться в стороне. Скорее всего, это так. Но вообще, я работаю в акционерном обществе «Сахатранснефтегаз», и наша компания постоянно оказывает повсеместную поддержку всевозможную и мобилизованным, и их семьям. То есть, получается, и это не только мобилизованные сотрудники с нашего предприятия, это и якутяне в целом, ну и, получается, российская армия в целом. И вот одним из таких пунктов поддержки, кроме гуманитарных миссий, проектов, также была вот эта акция моральной поддержки. Поэтому я поехал, мы участвуем всегда, постоянно, и как национальная газовая компания, и как сторонники партии «Единая Россия». Всегда стараемся не остаться в стороне. Угу. Но чтобы зрителям нашим стало понятно, что вы там делали, я предлагаю посмотреть фрагмент видеоролика, в котором глава Якутии Айсен Николаев поздравил мужчин с Днем Защитника Отечества. От воинов-дальневосточников хочется поздравить представителей Саха-Якутии, всей России с наступившим праздником Дня Защитника Отечества. Находясь здесь, я знаю, то, что меня ждет дома, моя семья. За меня переживают. Я защитник России, и я выполню задачи все до конца. Поставленные задачи будут выполнены, и победа будет за нами. С праздником! Собирает дрожь о том, как мы вернемся в родимые края. По улицам пройдемся, и встретит нас семья. Ağadaydınu kömüşkәçілер күндерінен хақаларға ұруй! Уруй! Уруй! Ну что ж, мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну, получается, компания вас поддержала и отправила в командировку, так? Да, получается так. А как вот ваши родные и близкие отнеслись к этому решению? Вообще страшно было? Ну, конечно, это, знаете, даже просто подумать, новости почитать, вообще попытаться осознать, что там происходит вообще. Уже страшно на самом деле. Вот. Ну, конечно, жена очень переживала, но она всецело меня, все мои проекты поддержала, просила быть очень осторожным. Вот. А остальные родные и близкие не знали. То есть это и согласно инструктажу в целях сохранения безопасности не только своей, но и вообще, куда я еду, я могу спровоцировать, так сказать, нездоровое внимание с каких-либо сторон. Поэтому, естественно, сохранялась определенная секретность. Ну, вот этой командировки,
маршруты, передвижения, планы, кто там будет, имена и так далее. Все это было военной тайной. Как вот так вот, по-настоящему, да. Ну, когда уже, естественно, я вернулся, я всем, конечно, своим близким рассказал. Ну и увидели новость. Александра Сергеевича сразу начали меня спрашивать: ты где, ты что там был, расскажи, как там. Всем очень интересно, конечно, послушать от первого лица. Вот. Так что вот родные и близкие, вот такая получилась ситуация. А Всем вот этот рассказать будет репертуар, возможность. это вы специально разучивали какие-то вот, ну, там, якутские песни, или это ваш постоянный репертуар? Ну, основной мой репертуар — это мои авторские песни, патриотические. То есть я прежде всего хотел донести их, но и имел, конечно, в своем арсенале, так сказать, в рукаве пару козырей. Но я музыкой очень давно занимаюсь, на самом деле. Вот, и вот эти песни, которые мы сейчас послушали на экране, я их довольно давно знаю. Просто я немного освежил память, потому что я примерно представлял уже, что, возможно, у нас будет позволять время, у нас будет согласование для того, чтобы, ну, попросту говоря, открыть столик заказов. И я предполагал, что будет заказ именно какой-нибудь такой мощной энергетической якутской песни. И вот они у меня были, да, с собой. Ну вот говорят, что тем, кто проводил своих родных, порой еще сложнее. Они находятся в неведении, от этого еще больше нервничают. Вот какой-то совет вы могли бы дать близким наших солдат? Ну, вообще, конечно, трудно, наверное, пытаться сдерживать человеческие эмоции. Конечно, это страх, тем более, особенно наши защитники, кто находится на первой линии. Там вообще строго-настрого и запрещено какую-то активность проявлять, сотовой связи и так далее. Поэтому очень подолгу могут не выходить на связь наши бойцы. И понятное дело, что очень сильно переживают родные и близкие. И, наверное, самое главное пожелание — это, конечно, запастись терпением, вот, моральной и психологической устойчивости. Побольше бы нам всем. Конечно, нервов очень много, и бывают, наверное, такие вот моменты, когда нервы доводят до такого, что начинают, может быть, названивать, написывать, в надежде, что когда уже ответит, а это может очень сильно помешать там вот во время выполнения боевого задания, может отвлечь элементарно и стоить жизни. Поэтому здесь надо просто, скорее всего, покорно ждать, пока же человек сам выйдет на связь. Вот. Но у нас, в принципе, работают, ну, сейчас налаживается довольно хорошая система отслеживания наших земляков, где они служат. И то есть информацию все больше и больше удается получать через, ну, так называемых кураторов, кто координирует. То есть не напрямую звонить самому военнослужащему, а через кураторов. То есть где находится, как там обстановка, когда примерно на связь может выйти, что хватает, что не хватает, как посылку отправить и так далее. То есть, А вы, получается, ведь выступали и перед добровольцами, и перед мобилизованными? ну, получается, да, все они мобилизованы, кто-то добровольно, кто-то по повестке, кто-то является кадровым военнослужащим. Вот, да, поэтому мы, конечно, не выбирали. А вот разница чувствуется? Нет, разницы не чувствуется. То есть они сейчас находятся все Все в боевой готовности? да, все в боевой готовности, в таком одинаковом, можно сказать, максимальном духе, да, таком эмоциональном состоянии. Просто на взгляд, конечно, не различишь, кто как попал. Можно. А к вам подходили после концерта разговаривать, там что-то? Да, разговаривали, спрашивали, откуда я. Ну, я на самом деле всегда первый старался подойти, потому что, ну, ребята, возможно, какие-то эмоции дополнительные испытывали, может быть, не могли поверить, что неужели вот песни звучат и так далее,
какие-то отголоски На родном языке гражданской, еще. да, отголоски гражданской жизни, такой привет с родины. Мы подходили, конечно, время не теряли, спрашивали, как у них дела, как состояние, как настрой, как вообще со снабжением, откуда они, с каких районов. Бывало такое, что и знакомых находили своих, даже вот так вот. Там, оказывается, соседних поселков там и так далее. Да. Это тоже такие очень уникальные эмоциональные случаи тоже. Мгм. А бывало такое, что ну вот вы выступаете, знаете, что этим людям там, ну, буквально завтра на передовую? Ну, конечно, в любой момент, там абсолютно, грубо говоря, каждое подразделение может оказаться на первой линии соприкосновения огня. И от этого, ну, скорее всего, и была такая вот тяжелая атмосфера. Но она там, в принципе, вся такая, там военное положение, там самая натуральная такая атмосфера. Чувствуется тяжелая энергетика, невозможно расслабиться, чувствуешь, вот до сих пор стены звенят, эхо от взрывов. Ну да, то есть даже если происходит такая акция, да, концерт и так далее, во взглядах читаешь все равно, что они думают о том, что вот завтра на передовую. Естественно, эти мысли не покидают, конечно, даже, наверное, ночью во сне. Мгм. А вот вы же как-то себе представляли эту поездку, ну, перед тем, как отправиться туда, да? Вот насколько все получилось так, как вы ожидали, или вот к чему-то вы были совсем не готовы? Или что-то Ну, вас удивило? Но меня, конечно, удивило, скорее всего, увиденное. Я примерно представлял, конечно, мы продумывали, как это будет и так далее. Ну, тем более проекты вот в плане... раньше мы провожали призывников и так далее. То есть примерная картинка, как это будет, у меня была в голове. Но я, конечно, не ожидал, что я своими ушами услышу взрывы реальные. Это залпы нашей артиллерии, это прилеты артиллерии противника. Ну, это, конечно, было, так сказать, не то, что не по плану, но это было неожиданностью. Вот. И вообще увиденная обстановка. Вот. Особенно очень сильно, конечно, меня впечатлил Мариуполь. Ну, без слез, как я вот говорю, без слез невозможно смотреть на эти дома, на улицы. И вот чувствуется, что еще стены не остыли, чувствуется в воздухе зависший крик, свист. И такое ощущение, как будто вот ездишь по этим дорогам, и вдоль дороги стоят и желают хотя бы нам вернуться живыми. Но вот чувствуется, там не остыло еще ничего. А как вы думаете, что вообще сподвигло отправиться туда добровольцев? Вот долг, желание защищать Родину? Но мне кажется, да, но прежде всего смелость, конечно. То есть они прекрасно, я думаю, понимали, какая обстановка будет, что может быть, чего это может стоить. И если люди действительно решили, что они должны пойти и защищать Родину, то это настоящие смелые люди, и это настоящие патриоты. А друг друга они поддерживают? Конечно, очень сильно. Там я вот даже заметил такие моменты, ну и сам, можно сказать, вот в них участвовал. Даже первый раз здороваешься с человеком, и вот люди здороваются и обнимаются. Понимаете, вот сейчас вот выйдешь на улицу, к незнакомому человеку подойдешь, ну, это будет же странно выглядеть, что там обнялись там и так далее. А там настолько вот друг за друга держатся на самом деле. Ну и потому что неизвестно, а может они вот первый и последний раз видятся все-таки. Поэтому люди друг к другу очень тепло относятся там, стараются максимально поддерживать. Да, такого нет там никаких сопернических моментов и так далее, что вот там между отрядами что-то, между бригадами, батальонами. Нет, все
все действительно очень сильно сплочены и объединены. Одной общей целью. Да, одна общая цель. Да. Мгм. А вот какие чувства вы испытали, когда вот приехали туда? Ну вот, как я немного ранее говорил, конечно, да, даже невозможно как-то описать, если честно, слова подобрать. Таких эмоций, наверное, Ну ты вот в многие жизни ребята не говорят, что там не очень жалко испытываешь. местных жителей. Ну да, это есть тоже, да. То есть смотришь на населенные пункты и понимаешь, насколько это было ужасно. И многие люди остаются, они там живут, продолжают. И, конечно, у них на лицах написано вот вся вот эта вот трагедия, все это горе в глазах видно, как они вот, ну, оказались в эпицентре событий. И, естественно, тоже и родных, и близких теряли за это время. Жалко, конечно, очень. Такое чувство есть, да. А вот ребята, вы говорили, что общались с ними, там, о чем они мечтают, как им служится. Но меня очень радует, кстати, что ну, настроение у всех боевое. И у всех в головах одна установка. Мы будем побеждать. По-другому нельзя. И мечтают они, конечно же, все тоже об одном, чтобы это все уже ну, поскорее закончилось. Ну и они будут делать все, чтобы это закончилось нашей победой, конечно. Конечно, они мечтают о встрече с родными, мечтают о доме родном, вернуться на родину, здесь поохотиться, порыбачить. То, что есть тоже случаи на передовой, когда умудряются, находят возможность и там поохотиться, и даже порыбачить. И это на самом деле очень радует. Ну, это позитив, настрой, да. Мгм. А вот с волонтерами на местах вы сталкивались? Там, как они работают, помощь какую-то оказывают? Ну, то есть понятно, что вот волонтеры работают здесь, да, собирают помощь фронту и так далее, а вот именно те, которые на местах работают. Ну да, соответственно, эта система, то есть вот определенное количество волонтеров работает здесь, собирает гуманитарную помощь, посылки, какие-то технические средства, непосредственно участвующие в выполнении боевого задания. И все это отправляется, и, конечно же, нужны волонтеры для того, чтобы этот груз сопровождать, перераспределять, там встречать, помогать доставлять. То есть вот она система волонтеров. Также волонтеры налаживают связи, ищут, где кто служит и так далее. Посылки тоже не просто так формируются. Сейчас есть возможность непосредственно получать заказы, то есть действительно поговорить с военнослужащим, что нужно в первую очередь, чего не хватает, все, посылка формируется, отправляется. То есть вот эта система, я очень рад, что она так хорошо работает, особенно вот с нашим регионом. Ну и также, конечно, очень-очень большой вклад волонтеров происходит в работах восстановления населенных пунктов. Вот у нас подшефный город Кировская, наверное, слышали, да? Да, конечно. Вот, там же очень колоссальная работа уже проведена и продолжает проводиться. То есть там буквально было разрушено все, и восстанавливались объекты жизнеобеспечения, инфраструктура вся, здравоохранение, образование, социальная сфера, поддержка, все вот это. Очень много сил и людей в этом участвовало и участвует до сих пор, и Ну, будут участвовать. ну, Поэтому волонтеров очень много и очень большой вклад у них. Ну вот в Кировском там же десант наших медиков неоднократно, вот прямо сейчас там мой соведущий Иван Луцкан, врач, там находится. Да, это так, кстати. Иван Петрович, я вообще на самом деле очень... Виделись там с ним? Там не виделись, вот, но виделись здесь, между командировками. Я на самом деле очень восхищаюсь Иваном Петровичем, потому что он совершает действительно настоящий
подвиг, профессиональный, гражданский подвиг. То есть он едет и принимает всех людей, кто выстроится в очереди. А очереди очень большие. Даже вот с его слов, да, от первого лица, очереди нескончаемые. И люди настолько благодарные, они просто их обнимают. Всех врачей обнимают. И особенно я вот задумывался о том еще, при первой командировке, да, там была налажена работа именно вот офтальмологии. И люди, которые приходили на прием, на лечение, на операции даже, ну, очевидно, что не за последний год эти проблемы со зрением и так далее, они приобретены. То есть где-то даже это не 10 лет. И вот возникает вопрос, а была ли вообще до этого там медицина соответствующая? На каком уровне она была? Была ли она доступна? И вот когда приехал Иван Петрович со своей командой, конечно, ну, благодарность не видит пределов местного населения. Это очень большой вклад, реально большая помощь. А сейчас работает целая команда разнопрофильная. Сейчас там вообще система здравоохранения серьезно поднялась. Вот благодаря таким людям, кстати, да. Ну, получается, вы в Кировском были, и в основном вы были вот именно на территории Донбасса, да? Или вам нельзя говорить, где вы были? Вообще, на самом деле, да, нельзя говорить. Но я могу сказать в общих чертах, конечно, что да, в новых присоединенных территориях, наших новых регионах, вернувшихся к нам, да, мы побывали в прифронтовой зоне. Вот, ну и соображения как бы безопасности, логистики и так далее, схем передвижения, конечно, ну, не рекомендуется говорить подробные там адреса и так далее. Но Донецкую Народную Республику посмотрели, Запорожскую область посмотрели. Вот в основном там были. И с местными жителями тоже С пообщались? местными жителями мы... Или в основном с ребятами, с бойцами? Ну, я был не очень долго. У меня не было времени, не хватало для того, чтобы общаться с местными жителями. В основном мы... Ну, то есть у вас цель была конкретно Да, ребят поддержать? конкретная миссия, задание. Мы проехались вот по запланированным расположениям наших воинских частей. И все, и домой, обратно. Там все-таки действует тоже военное положение. Там работает военная полиция, ну, военная комендатура. Тоже просто так не придумаешь маршрут. Все очень тяжело согласовывается. И поэтому в определенное время вообще передвигаться даже нельзя. Поэтому, конечно, при всем желании пообщаться с местным населением, ну, не было возможности. Поэтому я вот отрабатывал с нашим представительством, виделся с волонтерами, ну и непосредственно с теми, о ком и писал свои песни. А вот как вообще ребята, вот участники СВО, оценивают на местах вот этот вот посильный вклад? Потому что иногда кажется отсюда, да, что эти посылки наши, ну вот там, что это, зачем это, капля в море там какая-то? Вообще, на самом деле, абсолютно противоположный эффект. То есть у нас очень серьезная помощь. Она ощущается, даже если это будет один предмет для одного военнослужащего, но он ему очень важен. То есть это уже вклад. А учитывая то, как сильно вот наш регион, как сильно вкладывается в эту поддержку наших мобилизованных, об этом, конечно, и мы постоянно говорим. Но одно дело, когда мы сами это говорим, сами слышим себя, а другое дело, когда нас упоминают высшее, можно сказать, военное руководство. Они говорят, что вот Якутия очень большую помощь привносит. Но вот с другой стороны, да, с другой стороны есть мнение о том, что там, ну, другие ребята, ну, из других регионов, они говорят, что вот типа якутов-то как поддерживают свои. А знаете почему? Еще такой контраст возникает, потому что
Многие регионы-то и вообще не поддерживают своих. Ну, имеется в виду, вот прошла мобилизация, все получается, ребята заступили на службу, но и никто не приезжает, ничего не отправляет. Есть такие даже регионы. Поэтому, тем более на фоне таких картин, Якутия вообще, там ну, очень хорошие отзывы. И, кстати, вот национальные регионы в основном так сплоченно вкладываются в помощь. Кроме Якутии, также Бурятия, Тыва тоже упоминается. Постоянно кто-то приезжает, постоянно что-то привозит. Не просто что-то, лишь бы что-то привезти, а реально нужные вещи. А до этого, значит, этот регион вложился в то, чтобы навести коммуникации, сделать запрос, узнать, что действительно нужно. И чтобы эта помощь еще и доехала до Да. конкретного... Сами привозят, довозят, сопровождают, сами рискуют своими жизнями. И все главное довозят. Понимаете? Поэтому вклад республики, ну, не только он, это поддержка же своих мобилизованных. Наши мобилизованные — это же часть всей российской армии. То есть получается общий вклад тоже большой. Якутию очень хвалят. Говорят, о, тут с Якутии часто да, приезжают и посылки, и люди, и поддержка. Я, кстати, вот возвращался, когда мы, можно сказать, в пути разминулись еще, так сказать, с коллегами по цеху. Кирджах, Рехан, они тоже же отправились непосредственно вот туда, в прифронтовую зону для поддержки, а это на самом деле не часто. То есть в основном артисты едут выступать в госпиталях. Ну, конечно, это не везде согласования проходят, но это более безопасно, разумеется. Вот, а вот там на передовой, конечно, это очень не хватает. И ну, вот у нас то, что артисты ездят, тоже своих поддерживать, это тоже очень хорошо. Тоже вклад. Президент в своем послании сказал о создании единого государственного фонда, который будет решать вопросы участников СВО и их семей. Вот вопрос помощи. Вот, как вы думаете, насколько вот появление такого единого федерального фонда поможет? Ну, насколько сильно оно поможет, тут скорее зависит от того, насколько этот фонд будет ресурсным, ну, то есть сколько там будет средств, как они там будут появляться. Естественно, тут прямо пропорциональная, наверное, зависимость. Ну, федеральный Да, будет фонд. объем фонда Наполнен будет. да, будет определять количество вот, и характер поддержки. Но в любом случае это будет уже хорошая помощь. И причем здесь, ну, очевидно, что если это фонд, конечно, здесь будут, скорее всего, базироваться какие-то финансовые ресурсы для решения проблем. Но кроме этого, также проблемы бывают и другого характера. Например, также Владимир Владимирович говорил о том, что за каждым, получается, демобилизованным уже и за каждой семьей мобилизованного будет закрепляться свой социальный Работник, да, персональный. для того, чтобы ну, сопровождать, помогать решать проблемы и так далее. То есть здесь, в принципе, принимается целый комплекс таких проектов. И, ну, конечно, это правильно. Конечно, это будет помощь, поддержка, это будет способствовать быстрому восстановлению для демобилизованных, быстрой обратной адаптации к гражданскому обществу и так далее, моральному восстановлению. Но в любом случае, ну, я отношусь очень позитивно, положительно. Это правильно. Чем больше мы сейчас, так сказать, для победы, для фронта и для своих людей выделяем поддержки, тем лучше. И еще, кстати, это очень хороший знак, так сказать, настрой нашего государства, что мы готовим уже такую серьезную гражданскую платформу. Значит, мы все верим, что мы победим. То есть мы себе уже для будущего фундамент закладываем. Вот, поэтому не собираемся мы, конечно. Ну и президент еще сказал, что, безусловно,
демобилизованные, ветераны боевых действий, они будут востребованы на местах, там и в правительстве, и где-то, то есть они у нас выходят на первый план. Да, то это тоже правильно. Представляете, какая воля, какая сила и выносливость у этих людей, самоотверженность. Поэтому, конечно, сейчас, так как они находятся на защите нашей Родины, они уже этим показывают все свои самые лучшие качества, которые вот зачастую так тщательно ищет работодатель среди населения. Ну и это уважение, безмерное уважение, конечно, к защитникам нашей страны, людям, которые пошли и не побоялись. Конечно, поэтому вполне логично, что будет отдаваться приоритет в трудоустройстве и так далее. А вот как-то в творческом плане вот эта поездка, вы же сами песни пишете, сказали, да? Вот как-то она вас вдохновила, что-то новое, какие-то песни появятся? Конечно. Или появились, может быть, уже? Вы знаете, Может быть, я вас зря гитару не попросила взять с собой? да, но здесь такой момент, да, получился. На самом деле, когда я только засобирался в эту командировку, в эту поездку, конечно, я с разных углов на нее смотрел. Ну и там организационные моменты и так далее, и в том числе творческий момент, конечно. Я начал душевно погружаться в это, и даже еще находясь здесь, в Якутске, но уже зная, что я поеду, у меня, так сказать, ну, открылся коридор вдохновения, и я, еще будучи здесь, написал уже песни сразу. Буквально за 3 дня 2 песни написал. И вот с ними там, кстати, выступал. А какие-то песни еще родились по дороге. Туда, обратно возвращался. То есть это, конечно, знаете, вот уже 12 лет я занимаюсь музыкой, и песен написано много. Но в последние годы чувствовалось какое-то истощение творческое. Вот как будто неоткуда было черпать. Вдохновение. Да, вдохновение, черпать какие-то вот эмоции людей, какие-то события, картины перед глазами, да, живые. Вот как будто не хватало что-то. Как будто вот уже все, что было в голове, да, как будто уже обо всем написал все. Ну и как-то вот непонятно, есть дальше место для шага вперед или нету. А эта поездка, конечно, она поменяла, да, очень, что-то? во-первых, да, она перевернула сознание полностью, представление мое вот о всем этом. И, конечно же, открыла новый, пока что, по моим взглядам, подсчетам, какой-то бесконечный поток вообще мыслей и так далее. И вот, конечно, песен будет очень много выходить. Во-первых, будут выходить и немного трансформироваться мои старые песни, потому что что-то я не так все-таки, оказывается, понимал, воспринимал. Сейчас мне как бы глаза открылись у меня с этой поездкой. Вот. И старые песни будут усовершенствоваться, я буду их записывать, я буду их, конечно же, транслировать. И новых песен очень много, это уже не один альбом. Знаете, есть такое выражение, говорят же, Макс Вай, по-моему, сказал, что всегда уезжает один человек, а возвращается вместо нас кто-то другой уже. Вот в вас что поменялось? Скорее всего, отношение к жизни поменялось. То есть ценить больше стали, да? Да, больше начинаешь ценить жизнь, меньше начинаешь обращать внимание на какие-то мелочные проблемы, ты начинаешь понимать, насколько это просто смешно, чем то, вот, что там происходит сейчас, какие там у людей сложности и проблемы, какие там вызовы перед человеком стоят. Поэтому вот сразу начинаешь понимать, Господи, мы тут мелочимся, там-то вон как оказывается. Поэтому, да, меняется сознание, мировоззрение меняется полностью. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Желаю вам творческих успехов, а нашим ребятам на передовой большой удачи. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.
Джинса с нами теплее.